Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. После небольшого перерыва мы вновь с вами и, как всегда, собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Пожалуй, одним из самых заметных событий в регионе Южного Кавказа за последнее время стала так называемая Батумская конференция «Европейский путь Грузии», которая проводится уже на минуточку в 17-й раз. 17 лет подряд это откровенная просьба и потенциальная попытка ворваться таки в состав столь желанного Европейского Союза. На этот раз в приморском городе Батуми собрались в рамках конференции лидеры Украины, Молдовы и Грузии Зеленский, Санду и Зурабишвили. Напомним, что недавно между этими тремя странами было установлено так называемое ассоциированное трио, то есть союз Украины, Молдовы и Грузии, ставящий своей целью, цитата, «усиленное сотрудничество в вопросах евроинтеграции». Говоря простым языком, теперь они пытаются стать частью Евросоюза не поодиночке, а совместными усилиями. Все три лидера выступали на конференции с речами, которые недвусмысленно намекали на то, что они как никогда готовы к вступлению в Европейский Союз. Зурабишвили, например, сказала, что три страны больше не будут прежними. Цитата: «После подписания декларации мы, три страны, больше не будем прежними. Мы еще больше сблизимся. Черное море больше никогда не будет прежним. Оно будет символом соединения, объединения, близости в контексте трех стран», сказала она. Владимир Зеленский и Майя Санду в своих речах не были столь пылкими и эмоциональными, а скорее остановились на тех реформах, которые, по их словам, идут в их странах, на вопросах борьбы с коррупцией, и отметили, как сложно им это все осуществлять в сложнейших условиях пресловутых оккупаций, аннексии и войны. Все эти речи произносились не впустую, а были предназначены в основном для главы Евросовета Шарля Мишеля, который тоже был участником Батумской конференции. Пожалуй, самыми острыми и прямыми были заявления Зеленского, который явно дал понять, что они ждут именно скорейшего членства в ЕС, и терпение почти на исходе. Цитата: «Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских устремлений трех стран, тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас воины», заявил Зеленский. Тут, конечно, интересная реакция ЕС, которая была выражена в выступлении главы Евросовета Шарля Мишеля. Он старался быть оптимистичным, однако, как отметили все наблюдатели, ни разу ни словом об интеграции не обмолвился. В его выступлении больше звучали различные цифры. Цифры финансовой помощи, которые ЕС выделяет трем странам-участницам конференции, а также Армении и Азербайджану. Так дипломат вспомнил о 2,5 миллиардах, которые Евросоюз выделил странам Восточного партнерства на борьбу с COVID-19, преимуществах, извлекаемых странами от соглашений об ассоциации с Евросоюзом и либерализации визового режима. Более того, Шарль Мишель дал открыто понять, финансировать их намерены и дальше, и больше. Таким образом, очевидно, что Евросоюз в ближайшей перспективе предлагает заменить партнерство на деньги, то есть большие финансовые вливания. Речь о миллиардах евро, говорят им из Европы. И очевидно, это все, что готовы сейчас предложить европейцы Грузии, Украине и Молдове. Одним из самых любопытнейших моментов встречи трех лидеров в Батуми для нас стала поездка Владимира Зеленского на границу с Абхазией по реке Ингур, которая вызвала переполох в дипломатических кругах, так как на официальном сайте главы украинского государства значилось, что Зеленский посетил границу Грузии и Абхазии, что по сути являлось фактическим признанием суверенитета Абхазии. Позже оказалось, что суверенитет был признан случайно и ошибочно, и информацию на официальном сайте поспешили исправить. Но многие дипломатический прокол заметить успели, в том числе и абхазский дипломат Кантания, который резонно пошутил об этом на своей странице в Facebook, ну и набрал множество разгневанных комментариев от грузинских пользователей. Такие вот курьезные итоги Батумской конференции. Обсудить ее и все, что может значить для нашего региона новоиспеченное ассоциированное трио, мы пригласили посла МИД по особым поручениям Инара Гицпа. Инар, здравствуйте. Добрый вечер, Арифа.
В передаче мы в основном говорили об Батумской конференции, которая прошла при участии Украины, Грузии и Молдовы. И, как вы знаете, до этого было такое, у них создан союз, который называется «Ассоциированное трио». Как вам кажется, на чем основана так называемая дружба этих вот трех стран? Ну, тут если несколько упростить, то, на мой взгляд, два основных триггера, характеризующих их дружбу. Ну, об этом вообще много говорилось, конечно, но тем не менее, как бы первое, это стремление к евроинтеграции, и второе, вот такая антироссийская истерия. Но, как известно, вот вы уже говорили, да, 19 июля президенты Грузии, Украины, Молдовы подписали в Батуми декларацию о европейской интеграции, в которой подтвердили приверженность продолжению вот этого процесса ассоциации с европейскими структурами, с Европейским Союзом и вступления в дальнейшем в эту организацию. Ну, в этом контексте я бы хотел все-таки обратить внимание на ту часть декларации, которая предполагает сотрудничество с Европейским Союзом в сфере общей политики безопасности и обороны. Однако, вот, тем не менее, вот по некоторой информации, да, не все так и безоблачно в грузино-украинских отношениях. Но прежде всего это касается, конечно же, осужденного в Грузии бывшего президента, это Михаила Саакашвили. И вот по тем данным, которые просочились, да, там в прессу, было сказано, в частности, президентом Грузии Саломе Зурабишвили, что присутствие Михаила Саакашвили в государственной системе Украины неприемлемо как бы для Грузии, да, и была информация даже о том, что Зурабишвили отклонила предложенную личную встречу с Зеленским, как бы, ну, вот мы как бы, да, озвучили в упрощенном, опять-таки повторюсь, как бы, да, в упрощенном виде вот эти два основных направления, которые сближают Украину. Да, это вот стремление к евроинтеграции, вступление в Евросоюз, ну и вот противодействие там, российскому влиянию, если можно так выразиться. Да, но это в частности как бы вот это их антироссийская истерика. А с другой стороны, вот на этой Батумской конференции, которая, кстати, уже 17 раз проводится, стало очевидно, что не все так безоблачно и с точки зрения отношений самого Евросоюза к вступлению этих стран все-таки, тому, чтобы они стали членами Евросоюза. Как вам кажется, что является главными препятствиями к этому? Почему они постоянно обещают им финансирование, поддержку большую, там 2,5 миллиарда евро выделено на эти все страны, но принять их они все-таки не готовы. Какие вот есть камни преткновения к этому? Ну, это длительный процесс, и план членства, в принципе, еще не представлен этим странам, по сути, как бы, да, ну и причинами публично называют разные факторы, как бы, да, неготовность процесса реформ, незавершенность процесса реформ в этих странах, да, там, вот недавние события тоже в Грузии, ввиду которых там даже посол Соединенных Штатов Америки в Грузии высказался, да, это вот срыв проведения так называемого гей-парада, как бы смешно это не звучало для нас, да, здесь. Но и вот в целом как бы демократизация, процесс демократизации этих стран, но это те публичные высказывания, которые вот мы слышим из средств массовой информации, но тем не менее мне кажется, что там более глубинные вопросы политического характера, геополитического характера. Это неготовность, во-первых, и самого Евросоюза пока к расширению, наверное, тем более расширению на восток, в ущерб естественных российских интересов, да. Плюс мне кажется, что сейчас происходит некое переосмысление вообще отношений Соединенных Штатов и России, да, и в контексте этих отношений, конечно же, вопросы Украины тоже подлежат некой ревизии. Готовность Соединенных Штатов вот так усердно проталкивать вопрос
евроинтеграции Украины и вступления там, в дальнейшем в членство в НАТО. Да? То есть, возможно, Украина станет неким таким вот предметом торга между США и Россией, между с ключевыми странами Западного блока и Россией. Ну и Китай, конечно, тоже играет немаленькую роль в этом во всем. Спасибо. И еще не можем обойти стороной тот момент, тот казус, который возник с Владимиром Зеленским, который в составе определенной группы приехал на границу с Грузией на реку Ингур и назвал Абхазию. То есть было сообщение его пресс-службы. Вот как ваши личные отношения? Кстати, вот дипломат Кан Таня уже заявила о своем отношении. Это было довольно интересно и много-много откликов получил. Естественно, негативного характера прежде всего от грузин. А вот лично вы к этому как относитесь? К такому дипломатическому курьезу, можно сказать. Да, это действительно дипломатический курьез. Но это вообще смешная, с одной стороны, ситуация. Ну, вот, как вы сказали, да, по данному инциденту очень хорошо высказался на своей странице в социальной сети Facebook Кан Валерьянович Таня, посол по особым поручениям МИД Абхазии. Он, в частности, поблагодарил Владимира Зеленского за фактическое признание Украиной Абхазии. Да, в заголовке на сайте президента Украины назвали вещи по сути своими именами, да, то есть приезд Зеленского к государственной, к границе с Абхазией, да, а не так, как грузинские власти навязывают там всему миру называть ее там административной линией. Во-вторых, говорилось о правах граждан. И вот тут вот Кан Валерьянович отметил это ключевое слово «граждан», да, так как гражданином является лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства. Да, конечно же, заголовок впоследствии, видимо, по просьбе грузинского руководства быстренько поменяли, но, тем не менее, как бы этот конфузос сохранился в сети. Но если как бы более, да, там, детально рассмотреть эту ситуацию, вообще, на мой взгляд, кажется, что данность может иллюстрировать факт, что Зеленскому-то и не особо было интересно углубляться в тематику. Да, приезд к нашей границе был для него некой такой формальной частью той протокольной программы, которую для него подготовила принимающая сторона. С другой стороны, это, конечно же, вот как вы выразились, да, это дипломатический курьез, дипломатический ляп для грузино-украинских отношений. И политик такого ранга, политик такого уровня, ну, не должен допускать подобные оплошности в своих высказываниях или там в высказываниях пресс-службы, да, там офиса президента. Но одно дело как бы прекрасно. Я не хочу ни в коем случае давать оценку, как бы, да, там президенту Зеленскому, за него проголосовало большинство граждан Украины, он избранный президент, но тем не менее, как бы, играть роль президента в фильмах, и неплохо ее играть, да, и быть президентом, наверное, это все-таки разные случаи, и к этому нужно готовиться и как бы расти в системе. Да, спасибо за... Да, это интересный комментарий на самом деле, но я немного о другом хочу, немного в другую сторону, хотя опять-таки о Грузии, об Абхазии, о нас. О недавнем визите, получается, правительства Абхазии в изгнании, в Египет, об их позиционировании, там встречи с абхазской диаспорой, как вы это прокомментируете? Да, действительно, в середине июня состоялась очередная туристическая поездка представителей так называемого правительства Автономной Республики Абхазия в изгнании в страну компактного проживания абхазо-абазинской диаспоры. На этот раз это была поездка в Арабскую Республику Египет. В пресс-релизе абсолютно сказочной структуры было указано, что состоялась встреча с представителями абхазской общины, проживающей в Египте, и что участники встречи
рассказали о вопросах будущего сотрудничества. Ну, прежде всего хочу отметить, что эта информация является полностью выдуманной и очередным таким дешевым фейком. Да? Мы незамедлительно со своей стороны связались с представителями нашей там диаспоры, которые сообщили, что никакой встречи не было. Имела место случайная встреча с Лиманом Абаза и его супругой, у которых не было никаких полномочий говорить от имени диаспоры. По сути, Салиман База просто не сразу разобрался, кто они такие. Когда услышал, что речь идет об Абхазии, он естественным образом заинтересовался. Но после того, как понял, что перед ним самозванцы, по сути, спешно покинул место встречи. Вот и все, что там произошло. Ну, совершенно ожидаемо, что грузинская сторона представила результаты этой поездки своему внутреннему потребителю таким именно образом. Ведь им же необходимо как-то оправдывать перед налогоплательщиками имитацию своей деятельности. Да? Именно поэтому я и называю подобного рода вояжи, да, представителей таких грузинских государственных структур туристическими. Кстати, отметили, что на этот раз в Египте появился представитель новой мифической грузинской организации, так называемой торгово-промышленной, на этот раз палаты автономной республики Абхазия, организации, которая непонятно вообще кого представляет, так как в ее структуре и среди ее членов нет ни одного резидента республики Абхазия. Однако, на мой взгляд, что важно отметить во всей этой истории, вот как я уже говорил, это не первая подобная поездка. Попытки Грузии установить контакт с представителями нашей диаспоры в странах их компактного проживания, в частности в Турции, в Иордании, теперь вот в Египте фиксировались и раньше. Наблюдаем определенную закономерность. Что я имею в виду? Как только активизируется наша работа по укреплению и расширению разноуровневых связей с диаспорой и диаспоральными организациями, с нашим зарубежьем, да, по нашим следам появляются вот такие грузинские самозванцы. Совершенно очевидно, что любые их попытки внедриться в абхазо-абазинское и братское адыгское зарубежье бесперспективны. Но, тем не менее, чрезвычайно, на мой взгляд, важным для нас считаю интенсификацию деятельности, нашей деятельности, да, направленной на укрепление и развитие связи с диаспорой, донесение до них правдивой информации об Абхазии, о текущих процессах, вовлечение диаспоральной среды в процесс жизнедеятельности общества на исторической родине в Абхазии. Кстати, эта задача является одним из основных направлений деятельности Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Однако хотелось бы видеть и более энергичное, что ли, вовлечение и государственных структур. Понятно, Государственный комитет по репатриации ведет определенную работу и достаточно активно ее ведет, но тем не менее крайне важным считаю иметь разработанную и утвержденную государственную политику и идеологию в этом направлении. А так, их попытки, наверное, не прекратятся, но это не должно нас пугать, потому что наша диаспора действительно в странах компактного проживания консолидирована, действительно сплочена и руководствуется стратегическими интересами Республики Абхазия, и теми задачами и планами, которые формируются здесь. Инар, спасибо вам большое за ваши комментарии и важные замечания. Спасибо вам, Арифа, за приглашение. К другим новостям. С сегодняшнего дня стартует так называемое совместное учение сил обороны Грузии и армии США в Европе и Африке Agile Spirit 2021. Сообщается, что совместное учение сил обороны Грузии и армии США состоятся в период с 26 июля по 6 августа в 5 учебных точках на полигоне и в аэропорту в Азиане, на авиабазе Сенаки, на тренировочных площадках Орфала и Сорта. Воздушным и морским транспортом в Грузии
Грузию уже доставлена бронетехника армии США. Декларативная цель этих учений – повышение оперативной совместимости между войсками 15 участвующих стран. Проще говоря, страны-участницы тренируются действовать сообща в случае войны и военных действий. Хотя, по расчетам военных специалистов, по сути, это двусторонние американо-грузинские военные учения. Об этом целую статью написал для сайта «Спутник» военный обозреватель Александр Храленко. Ведь из 2500 участников 700 американских и 1600 грузинских воинов. Если оставшиеся 200 штыков разделить на чертову дюжину других стран-участниц, получим в среднем примерно 20 человек под каждым флагом. Такое представительство вряд ли послужит росту качества многонациональных боевых операций под девизом «Сила через партнерство», пишет Храленко, подвергая сомнению всякие озвученные цели учений. За этим всем не следует терять реальную цель этих учений, считает Храленко. Цитата. «Очевидно, реальная цель учений – изучение регионального театра военных действий американскими военными командованием и новые провокации в отношении России и ее союзников на Южном Кавказе». Достаточно посмотреть на географическую карту Кавказа, чтобы понять, очередная демонстрация силы США и партнеров адресована исключительно России, считает эксперт. Стоит отметить, что учения Agile Spirit проходят в мирной, относительно благополучной Грузии с 2011 года, и нынешний эпизод 10-й по счету. Все это, конечно, не может не настораживать и не вызывать вопросов, почему уже 10 лет в соседней Грузии при помощи и финансировании США ведутся крупномасштабные военные учения, к чему готовятся военные соседней республики. У военных экспертов есть только одно мнение на сей счет. Военные маневры США и Альянса отражают не заботу о безопасности грузинского народа и не стремление вернуть утраченные территории. Иностранные войска десятилетиями используют Грузию для создания сети опорных баз, дестабилизации и гарантируют лишь рост военно-политического напряжения на Южном Кавказе, считают эксперты. И в завершении небольшой ликбез от Александра Храленко, потому что сейчас из себя представляет грузинская армия. Это довольно интересно. Храленко пишет: грузинская армия насчитывает 20 тысяч действующих военнослужащих. В составе сухопутных войск имеются 4 боеспособные бригады. На вооружении состоят 163 танка, 50 ракетных установок. Количество танков и артиллерии за 3 года заметно снизилось, пишет он. Зато Грузия успешно развивает свою систему ПВО, ориентируясь на современные и дорогостоящие стандарты НАТО. И для чего-то закупает сотни противотанковых ракет, пишет Храленко. Дальше эксперт отмечает, что даже при том, что Грузии никто не угрожает, вооружение избыточно. Средства контроля воздушного пространства охватывают радиус до 470 километров над западной частью Черного моря и соседними странами, включая юг России, Абхазию и Южную Осетию, отмечает эксперт. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.